12 апреля в Бишкеке прошла научная конференция, посвященная 180-летию великого ученого и путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Торжественное открытие конференции состоялось в Кыргызско-Российском славянском университете. В конференции приняли участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, посол Узбекистана в Кыргызстане Камил Рашидов, посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Строчко, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызстане Ирина Царева, ректор КРСУ Владимир Нефадьев, заместитель директора Русского географического общества Рита Серазова, президент Географического общества Кыргызской Республики Саламат Аламанов и академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Владимир Плацхих. Также присутствовали ученые-историки из России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, а также преподаватели и студенты КРСУ. С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор Кыргызско-Российского славянского университета Владимир Иванович Нефадьев. И хотелось бы как-то по-домашнему провести наш вот этот круглый стол, посвященный вот нашему мероприятию. И чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Николаевич Удовиченко. Уважаемые коллеги, друзья, действительно, мне очень приятно находиться сегодня на конференции, посвященной памяти Николая Михайловича, великого русского, Пржевальского, великого русского путешественника, его трудам, его научно-практическому исследованию Центральной Азии. В своих выступлениях собравшиеся отметили неоценимый вклад Николая Михайловича Пржевальского в науку и развитие региона. В ходе конференции была представлена монография «Евразийские хроники Николая Михайловича Пржевальского», созданная кандидатом исторических наук, проректором КРСУ по информации и связям с общественностью Леонидом Сумароковым. На мой взгляд, мы достигли написанием и подготовкой этой книги такой значимую и важную вещь. Мы протянули еще одну такую нить связи между Россией и Кыргызстаном. Ведь сам Николай Михайлович Пржевальский, он по сути является фигурой значимой, он является тем мостиком, который связывает на сегодняшний день Россию и Кыргызстан. И доктором исторических наук, научным сотрудником Института стратегического анализа и прогноза КРСУ Ольгой Сумароковой. Мы рады представить вам сегодня в честь 180-летия со дня рождения великого центральноазиатского исследователя монографию «Евразийские хроники» Николая Михайловича Пржевальского. Она вошла в серию «Евразийцы-созидатели», открыла которую документальная биографическая монография Чингиза Айтматов «Человек Вселенная», которую мы презентовали год назад, и брошюра «Каракол. Последняя пристань Пржевальского», посвященная 150-летию со дня основания города Каракола. Николай Михайлович Пржевальский выработал эффективную технику исследовательской работы и технику безопасности экспедиционных исследований, которую изложил в своих трудах. В сложных и длительных экспедициях, которыми он руководил, не погиб ни один человек. Феноменальное явление в истории мировых географических исследований. Экспедиции Николая Михайловича Пржевальского, особенно центральноазиатские, подняли на недосягаемую высоту научный престиж России. С 1867 по 1888 года Николай Михайлович возглавлял 5 длительных экспедиций. Им пройдено за это время 33 270 километров, из которых 31 550 километров приходится на центральноазиатские путешествия. Свыше 10 лет провел Пржевальский в пути. Остальные годы употреблены им на сборы в дорогу, подготовку экспедиций, на проезд до границы и обратно, а главное – на обработку добытых результатов. Заслуги Николая Михайловича Пржевальского не исчерпываются результатами его экспедиций, как бы велики эти результаты не были. Не меньшая его заслуга в том, что он первым начал исследование необъятных просторов Центральной Азии и привлек своими экспедициями, блестящими трудами, внимание к этому региону других исследователей. 13 апреля торжественные мероприятия и научная конференция продолжились в городе Каракол. В Каракольском пограничном отряде, на территории которого находится обелиск на месте смерти великого путешественника, прошел торжественный митинг, посвященный памяти Николая Михайловича. Пограничники с большим почтением относятся к сохранению мемориала. Отважный человек, суровый военачальник, бесстрашный разведчик Николай Михайлович Пржевальский посвятил свою жизнь исследованиям Центральной Азии, белого пятна на картах середины 19 века. Его с подвижниками. Славянского университета Владимир Иванович Нефадеев. Деяния Николая Михайловича Пржевальского показывают, что воин может обрести славу не только на поле боя победами, но и своей деятельностью на мирном поприще,
на поле науки. Мы благодарны за те мероприятия, которые проводятся в Кыргызской республике. В свою очередь, сегодня и в России, на родине Николая Михайловича, проводится ряд мероприятий. Русское географическое общество чтит память этого великого ученого и путешественника. Это наш почетный член. Он удостоен самой высокой награды Русского географического общества Константиновской медали. В честь сохранения памяти об этом великом путешественнике была учреждена медаль имени Николая Михайловича Пржевальского. Эта медаль в сегодняшний день выдается за великие открытия в области географии, сохранения истории и культуры. Большое спасибо всем участникам мероприятия. Большое спасибо организаторам. Это поистине великий вклад в наше с вами дело, в развитие российско-кыргызских отношений. Спасибо. В мемориально-музейном комплексе имени Пржевальского состоялась церемония возложения цветов к памятнику и могиле великого ученого и путешественника. Сюда положим, да? Да, вообще молодец. Да, вообще красава, да? Самое главное, недолго прожить, а ярко прожить. Ты такие вещи говоришь, лучше бы и долго, и ярко. Жить быстро, умереть молодым. В церемонии и торжественном митинге приняли участие официальные лица, иностранные гости и жители Каракола. Собрал ориентиром для последователей. Для потомков делом чести является сохранение памяти о великом земляке и увековечение его имени. Не посмели тронуть. Мира и дружбы, который нас сегодня приветствует вас на Сикульской земле, проживать все. В ходе круглого стола, состоявшегося в Иссык-Кульском государственном университете имени Касыма Тыныстанова, были подняты вопросы сохранения памяти великого путешественника, развитию научных исследований и взаимодействию ученых и студенческой молодежи из России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Евразийского пространства.